Здравствуйте, в эфире программа «Алатау Лайф» и я Шабдан Бахтыбек. Сегодня мы говорим о значимых датах, днях истории и памяти предков, которые отмечаются в Кыргызстане 7 и 8 ноября. Эта памятная дата была учреждена в 2017 году и призвана напоминать нам о важности сохранения исторической памяти, уважения к корням и преемственности поколений, о том, как меняется отношение общества к своей истории, какие уроки мы должны извлекать из прошлого и как память объединяет народы. Поговорим с нашим гостем Төрегелдиевой Бахтыкан Макишевной, кандидатом исторических наук, доктором политических наук и профессором магистерских программ АГУ-ПКР имени Чусупа Абдрахманова. Бахтыкан Макишевна, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию, очень рада видеть вас и, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с этим замечательным, великолепным праздником. Два праздника воедино, да, это и День печати и информации Кыргызской Республики, в том числе 7 и 8 ноября, это День памяти предков. Скажите, пожалуйста, вот в чем вот идея самого праздника, да, и как она возникла, и почему для нас это очень важно? Добрый день, уважаемые телезрители. Я тоже всех поздравляю с таким большим праздником. Но в первую очередь я хотела выразить благодарность нашим предкам, которые сохранили нашу уникальную культуру, язык, благодаря которому мы смогли достигнуть суверенного Кыргызстана. Именно уникальность нашей культуры, языка послужила мостом, что мы могли в 90-е годы выдвинуть свою суверенность государства. Именно два элемента, это язык и уникальность культуры, позволило нашему народу пронести, сохранить себя через тысячелетия, через века, через трудности, через завоевания. После того, как кыргызский каганат был уничтожен, по сути дела, у нас не было письменной государственности. Но вот именно язык сыграл такую, и уникальность нашей культуры сыграла ту роль, что мы самосохранились. В первую очередь мы сохранили идентичность. Это очень важный момент. Идентичность, которая передавалась через язык и эпос Манас. И, конечно, очень такой важный момент, социальный аспект, это родоплеменная структура нашего народа. И вот именно эти три элемента, еще раз повторяю, эпос Манас, язык и родоплеменная структура не дала нашему народу, не дало ассимилироваться среди соседей, среди завоевателей Джунгарского ханства, в период Российской империи, СССР. Именно вот эти три точки дали возможность сохранить нашу культуру. И в то же время, конечно, кочевой образ жизни, она давала возможность, что мы сохранили свой язык, не ассимилироваться, не слиться с другими народами, которые мы наблюдаем. Например, многие тюркские народы, вы знаете, тысячелетия, они уже потеряли свое самоназвание, они не имеют государственности. И именно наши предки смогли через трудности, через войны, да, завоевательные и так далее, сохранить. Это действительно великая память. Это благодарность нашим предкам, которые смогли это сделать. И мы смогли достигнуть суверенного государства. И, уважаемые телезрители, я всех поздравляю с этим великим праздником еще раз. Желаю вам здоровья, желаю, чтобы наш Кыргызстан процветал. Мы достигли высот, которые поставлены сегодня нашим государством, в наших государственных программах. Сегодня действительно опираясь на достижения нашей уникальной самобытной культуры, мы именно вот эта доктрина Унгульжол, вот доктрина нашего государства, да, она как раз опирается на те достижения, которые достигла наша культура, наш язык. И в этом отношении я сейчас хочу обратить внимание о том, что, например, эпос Манас это не просто литературное произведение. Можно сказать, что это устная конституция кыргызского народа, закодированная в поэтической форме. Потому что если сравнить, об этом очень много сказано, о том, что она намного больше, чем Одиссея и Илиада, знаменитые греческие эпосы, несколько раз она по размеру, да, намного больше. Но в то же время эпос Манас является гигантским хранилищем кыргызского языка. Монаши наизусть передавали из уст в уста вот эту богатейшую лексику, идиомы, грамматические конструкции, не дав языку исчезнуть или ассимилироваться. И вот как раз в этот момент, очень важный момент, кроме того, что сохранилось в эпосе кыргызский язык,
я хочу обратить внимание, что в эпосе также зафиксированы героические подвиги, но и свод законов. Вот этот важный момент, о котором я хотела бы сегодня говорить. Правила ведения хозяйства, гостеприимства, конохтосу, об этом сегодня современники прямо особо уделяют внимание, особенно туристы, которые, приезжая в нашу страну, они поражены гостеприимству кыргызского народа. Уважение к старшим, это действительно такие ценности нашей кыргызской культуры, которые смогли сохранить наш народ. Предки вот именно через эпос передавали вот инструкцию по выживанию, можно сказать. Вот очень интересный такой подход, что мы еще Манас, я бы сказала, не до конца изучили и поняли. Вот именно в эпосе Манасе сохранены такие идеи, как мобилизация народа через единство. Вот эпос Манас, и вот Санджира, она постоянно напоминала, что кыргызские племена — это единый народ. Об этом тоже написано вот на памятнике Манаса. То есть, несмотря ни на трудности, все племена составляют единый кыргызский народ. И вот формирование национального духа, образ Манас как бы объединяет весь народ. И вот именно вокруг Алато. Вот это духовный стержень, который послужил тому, что кыргызы смогли объединиться, несмотря на трудности, да, в 1991 году создать суверенное государство. Да, это очень великое достижение для нашего народа. И благодаря это нашим предкам, я так думаю. Если дальше говорить об этом, то вот именно идея объединения, объединения народа, да, является важной идеей, также стержнем новой доктрины, да, Унгудел. Там тоже единство народа, несмотря на то, что много народов проживает в нашем государстве, но именно единство, она послужит основой для развития и процветания современного государства. Это очень важный момент. Потом еще хочу обратить внимание, что вот главный маркер любого государства, любого этноса, народа, что не сохраняется, это язык. Если государство или этнос теряет язык, то теряется народ, народ исчезает. И всем это известный факт. И в этом отношении вот именно кочевой образ жизни кыргызов способствовал тому, что даже под влиянием, например, персидского, арабского языка, русского языка, кыргызы смогли сохранить именно кыргызский язык в его в таком богатом, уникальном содержании. Именно вот этот образ жизни не дало возможность ассимилироваться языку с другими народами. Конечно, влияние языка всегда будет, но основной стержень кыргызского языка сохранилось, и сегодня наше государство все делает для того, чтобы язык сегодня развивался дальше, используя то богатство языка, которое мы имеем. А вот скажите, пожалуйста, мы затронули такую очень интересную тему, такое понятие, как глобализация. Мир сегодня турбулентен, технологический прогресс, границы стран смываются. И вот это понятие, да, глобализация, с одной стороны, это хорошее понятие, что мир становится открытым, люди путешествуют, безвизовые режимы, люди познают другую культуру. Но с другой стороны, есть вот эта опаска, да, такая, что национальная идентичность каких-то народов могут на этом фоне, на фоне вот процесса глобализации стираться. Вот как на сегодняшний день нам, вот, я не знаю, противостоять или как нам отвечать на эти вызовы? Сегодня действительно глобализационный мир неопределенный. Сегодня многие вызовы, которые происходят в мире и в экономике, и в политике, привело к тому, что многие, даже ведущие страны и в бизнесе, да, неопределенность. Мы не знаем, что может произойти через несколько лет и так далее. В этих условиях глобализационная открытость — это очень хорошо. Еще плюс искусственный интеллект, конечно, сегодня разрушает многие государства, разрушает многие народы, языки и так далее. Но я думаю, что политика нашего государства очень правильно, опор делается на язык. Я еще раз, второй раз повторяю, сохранение языка — это сохранение народа. И поэтому политика по глубокому изучению кыргызского языка, преподавание в вузах на кыргызском языке — это очень правильная политика. За 30 лет, к сожалению, я хочу, как преподаватель и ученый, да, хочу отметить, что, к сожалению, мало написано на кыргызском языке учебников, научных
монографий. Вот это действительно нужно менять, эту структуру. Нужно, чтобы действительно хорошие учебники, не старинные учебники, которые переписываются на кыргызский язык, а используя искусственный интеллект, используя современные достижения науки. Мы должны сегодня, именно опираясь на современные достижения науки, преподавать и получать хорошее образование должны студенты в вузах. Это большая работа, это большой труд, который сегодня требует усилий. И я сегодня в этот такой хороший день, праздник, я желаю всем нашим гражданам понять, что мы хотим наше государство сохранить, мы хотим, чтобы наше государство развивалось. Для этого нам нужно очень кропотливый труд, каждодневный труд, который может принести большой успех. Труд это нелегко, но нужно переходить, потому что наши предки все сделали для того, чтобы мы сохранили свой язык, свою землю, да, и мы имеем государственность. Вы знаете, многие народы сегодня не могут достигнуть суверенного государства. Мы видим то, что в мире происходит в Газе и в других районах. И, например, меня всегда удивлял такой момент. Африка – это очень богатые земли, но народ живет в нищете. Почему? Потому что вот именно нехватка образования, нехватка воспитания, этических, нравственных вещей приводит к тому, что коррупция разъедает это государство, когда сильные миры всего властвуют над другими государствами. А вот именно нашему государству сегодня имеет такую уникальную самобытную культуру, которую предки нам передали, которую в других культурах нет, это у нас сохранилось. Мы можем сегодня достигнуть высот, я в этом уверена, потому что наша молодежь, вообще наш народ очень талантлив, и он очень универсален, он быстро меняется, универсален, он приспосабливается в разных условиях. Это вот исторический процесс, который прошел наш народ тысячелетия после потери кыргызского великодержавия, да, наш народ был вынужден кочевать. И вот этот кочевой образ жизни привел к тому, что приспособление очень быстро. Наша молодежь быстро изучает языки, например. Многие, которые выехали из нашей страны, они занимают такие ведущие должности в разных странах. Это тоже показатель нашей культуры, умения. Вот еще очень интересный момент, говоря о наших предках, да, вот кыргызский язык сохранил такие уникальные понятия, которых нет в других культурах, как интымак. Это чувство ответственности перед обществом и самоорганизация. Вот многие представители других культур поражаются самоорганизации нашего народа в разных ситуациях, когда вот родственники проводят разные мероприятия, например, хорошие мероприятия, там, свадебные мероприятия, то и настолько высокая самоорганизация родственников. И даже когда во время похорон, я помню, один иностранец был в шоке, когда было настолько организовано все это проведение этого похоронного мероприятия, он задался этим вопросом: а кто это вам все это организовывает? И тогда был ответ, что у нас у кыргызов такая самоорганизация всегда была. И вот эту самоорганизацию, интымак, она всегда сохраняла наш народ. Это именно наши предки смогли это сохранить и передать. Это очень важный момент. И еще второй момент я хочу сказать. Есть понятие кыргызчылык, которое, к сожалению, некоторые его переворачивают в отрицательную сторону. Да? Но это, по сути дела, свод этических норм кыргызов. Вот это все этические нормы, которые сохранялись в нашей культуре. Например, я еще хочу остановиться на институте Аксакалов. Вот когда мы потеряли письменную государственность, именно в системе управления аксакалы играли очень важную узловую роль в управлении. Они сохраняли обычное право. Обычное право – это адат. То есть это не написанный закон, но самое главное, кыргызы придерживались этого адата и жили в норме, которая была прописана в нашей культуре. Все вот ценности, уважение, там, интымак, взаимопомощь, взаимоподдержка, все эти вещи сохранялись в нашей культуре тысячелетиями. И вот институт Аксакалов играл очень огромную роль в сохранении нашей культуры, наши предки вот смогли передать этот институт. Этот институт Аксакалов, это был институт мудрости.
передачи всех знаний и достижений через их советы, через их руководство и так далее. Если опять же вернуться к эпосу Манас, ведь Манас же не един, он сам не принимал решения. Это был институт аксакалства, старейшин, как Бакай, да? Они всегда давали ему советы при принятии решения. Это было не единоличное решение. Вот этот институт аксакалов, старейшин и так далее, всегда у нас в нашей культуре, наших предков был один из таких важных институтов. Я думаю, что это вот благодарность нашим аксакалам, да, их имена можно перечислять. В истории очень много наших великих личностей, которые сыграли роль, чтобы мы смогли дойти до сегодняшнего дня. Я горжусь, что наша страна сегодня взяла путь развития, да, по ВВП. Наша страна сейчас показатель очень высокий среди стран СНГ. Вот я недавно только была на конференции в Новосибирске, там федеральный округ Новосибирска проводил эту конференцию, и здесь было отмечено, что какими высокими темпами развивается наша страна. Уважаемые граждане, хотелось бы, чтобы мы поддержали это развитие, да, но чтобы развитие поддержать, это надо работать над собой. Это наша культура, да? Это наша культура, это наше образование. Конечно, мы прошли очень трудный путь, 30 лет. Это действительно очень тяжелый путь. Мы были все здесь, мы видели, какие изменения происходили. И, конечно, народ прошел очень трудный путь. Но теперь настало время, когда мы можем с гордостью сказать, мы прошли этот путь, мы можем теперь развиваться, потому что у нас такая высокая культура, у нас настолько богатая культура, что я даже поражалась, когда декоративно-прикладное искусство, не говоря о духовности, одежда наших предков, да, которые сегодня возрождаются. Вот это вообще уникальность. В истории есть такое, и в культурологии есть такое понятие, что по народу можно судить по высоте головного убора. Да? Если мы будем говорить о высоте головного убора, то, например, о колпаке, нашем о колпаке столько много сказано, но я хочу обратить внимание, что даже женская одежда элечек тоже по высоте, она вот, можно сравнить, да? Как Клеопатра, там такой высоты одежды, это показывало уникальность и место народа в мировой культуре. То есть в этом отношении сегодня благодарность третий раз, возможно, я говорю нашим предкам, которые сохранили, несмотря на трудности, несмотря на захватнические войны соседей, да, и так далее, мы смогли сохранить свою культуру, свой язык, уникальность, которая, возможность, я думаю, даст нам дальше развиваться. В современном глобальном мире, о котором вы говорите, в глобальном мире могут сохраниться только те народы, которые имеют свой язык, свою культуру, свою уникальность. И это у нас есть. И вот именно опираясь на это, мы можем сохранить. Если взять глобализацию, европейскую культуру и взять, например, американскую культуру, вы извините, мы видим те процессы, которые происходят там. Это когда отсутствует уже понятие женщина-мужчина, когда оно существует для нашей культуры, это чуждое явление. И то есть вот именно я всегда при выступлениях хотела бы обратить внимание, лет 40 тому назад, 30 лет тому назад, немецкий ученый Освальд Шпенглер написал книгу «Закат Европы». Возможно, вы знаете, да, Шабда? И вот в «Закате Европы» он показывает о том, что культуры, они формируются тысячелетиями, распадаются за 200-300 лет. И почему он пишет, немецкий ученый, «Закат Европы»? Он видит нравственные стороны культуры Запада. И мы сегодня сейчас свидетели те процессы, которые происходят в культуре западного мира. Действительно, это очень печальный факт, что действительно, наверное, Чингиз Айтматов в своих произведениях очень четко пишет о том, что поезда двигались от востока на запад, от запада на восток, и развитие культуры тоже происходит преемственность. Преемственность достижения Востока передавалась на Запад, достижения Запада передаются на Восток. И, конечно, достижения технического прогресса мы должны использовать, но при этом опираясь на наши нравственные, духовные ценности нашего кыргызского народа.
Вот вы как преподаватель, хочется мне узнать ваш такой, так скажем, эмпирический опыт, да? Вы все-таки работаете с молодежью, со студентами. И вот как на сегодняшний день молодое население нашей страны относится к исторической памяти? Сохраняют ли и какую вообще в целом тенденцию вы наблюдаете? Я выше говорила о том, что 30 лет это был очень сложный путь для нашей страны. Конечно, молодежь разная. Это воспитание молодежи влияет система интернета. Конечно, но в первую очередь, конечно, семья, школа. Она разнообразная, наша молодежь. Есть молодежь, которая действительно настолько трепетно относится к нашей истории, к культуре, да, пытается все сохранить, развивать дальше. Есть, которые настроены пессимистически, но не нужно этого отрицать. И в этом виновато наше общество, которое за 30 лет упустило такие моменты. И вот сейчас я думаю, что вот ваше телевидение, государственная идеология, государственная политика должна делать все для того, чтобы сохранить наши духовные, нравственные ценности, которые сохранили наши предки. Вот я этого мнения придерживаюсь. Нужно много работать. Опять же, я третий раз говорю, действительно нужно трудиться семье каждому, трудиться вузам, школам. То, что делается в нашей стране. Конечно, это кадры наши, мы сами это должны делать. Не думать о том, что кто-то принесет и будет нам это делать. Вот я думаю, что я упор хотела бы сделать на то, что наш народ талантлив, и как я выше говорила. Эта талантливость, она даст возможность быстрому развитию нашего общества. Вот вы, Шабдан, вы талантливы, вот действительно молодежь талантлива, мы видим. Но наша задача старшего поколения дать возможность им развиваться, получать хорошую информацию, хорошие знания, да? Это же все зависит от нас. Труд требуется не только для молодежи, и для нашего поколения. Для то, всех. что мы пытаемся делать. Только труд, в общем-то, по сути дела, труд это что такое? Труд это, чтобы получить хорошее образование, это нужно трудиться. Днем и ночью нужно. Конечно, система образования вот в этом году, вы знаете, очень огромное количество студентов были отчислены. Да? Почему были отчислены? Потому что это нерадивые отношения и администрации вузов, и самого студента, и так далее. Вот эти вещи тоже отрицательно сказываются на духовном состоянии нашей молодежи. Ну, наша академия сегодня идут большие преобразования, чтобы действительно госуправление стало на высокий уровень. От управления зависит все. Все. И в целом жизнь дальнейшего государства. Да? И в завершении программы я хотел бы у вас спросить, что бы вы пожелали каждому нашему кыргызстанцу вот, в праздник информации, печати, в праздник вот, предков, дней, да? Предков. Памяти предков. Да, я в первую очередь, уважаемые мои соотечественники, я пожелала бы сегодня вспомнить своих предков. Это действительно очень важный момент. Каждый из нас, который сегодня чего-то достиг, что-то мы имеем, это благодаря нашим предкам, это нашим родителям, это нашим дедушкам, бабушкам, которые трудились. Вы знаете, любые родители своим родителям желают только блага. И поэтому давайте мы вспомним, соберемся близкие, да, вспомним наших предков. Возможно, 7 поколений – это очень важный момент для кыргызского народа. 7 поколений – это не просто генетический код. Это туда входят политические, социальные, экономические, различные стороны этой жизни, этого поколения. Да? Поэтому всем хорошего праздника сегодня. Вспомним наших родителей, предков наших. Да? Я горжусь своими предками, например, лично. И я вот последнее время пытаюсь найти историю моих предков. Вот мой дедушка Төрегельди, его расстреляли в 17 году, он, оказывается, был бием. Например, вот это, видите, я в таком возрасте только теперь могу найти время и найти корни, какова жизнь, например, моих бабушек, дедушек. Это когда нужно созрело только, к сожалению, может, это поздно. Но о наших предков, о великих людей, основатели нашей государственности, отцы нашей государственности, это великие личности. Благодарность им в этот день. Благодарю вас за столь информативную, полезную, теплую беседу. Я надеюсь, правда, да, каждый кыргызстанец задумается об истории, о своих предках и в этот день почтить память, да, своих
усопших предков. Спасибо вам огромное за столь интересную беседу. Я желаю вам успехов в дальнейшей вашей работе. Спасибо вам огромное. Наш эфир подошел к концу. Мы всегда должны помнить, уважение к истории и предкам – это основа национального самосознания и единства. А я напомню, в гостях у нас была кандидат исторических наук, доктор политических наук Бактыхан Төрөгелдиева. Это была программа «Алатау Лайф». До новых встреч в эфире.